нашим участникам. Виктор, вам календарик, чтобы вы всегда следили. Юная леди, вам, конечно же. Вот, держите папе. А подожди, Женя, отдай мне тоже, я сейчас еще одну. Ты в школу ходишь же, правильно? Все, отлично. Футбольный клуб Неман, видите, с любовью к своим болельщикам. Держи это тебе, чтобы все ручки учился хорошо. Все втроем можно встать, сфотографироваться. Да, можно поаплодировать. Спасибо, кто аплодирует. Приятно, да? Неман всегда славится такой классной домашней поддержкой. Виктор, все, вам спасибо. Спасибо. Ну что, у нас остался такой финальный, очень сложный розыгрыш. Очень сложный. Ты? Давай. Там прям надо знать очень хорошо клуб. Очень хорошо клуб. Ты хорошо? Кто? Мало? Ну, пойдем. Еще, если что, попробуем. Так, как зовут? Женя и... Саша. Женя, Саша. Смотрите, я сразу говорил, что вопросы сложные. Это финальный наш раунд. Потом еще будем, если что, раздавать подарки. Но сейчас мы будем просто вспоминать, с кем наш любимый клуб играл в Еврокубках. Смотрите, за все время надо даже назвать по одной стране, в которой Неман играл в Еврокубках. Это, ну, очень много стран. Поэтому я сказал, это не то, что последние, да, Армения, там, Фарерские острова и так далее. Это вот, если вы вспомните, прям с чего мы начинали. Хорошо? Играем по одному. Кто называет страну, тот получает 1 балл. Хорошо? Итак, давай первый. Поехали. Люксембург. Люксембург? Играли с Люксембургом? Вадут? Но это не Люксембург, братик. Нет. Минус. Армения. Армения. Так. Словакия. Словакия, Кош, засчитано. Давай. Испания. Испания. Пока вспоминаем прошлые матчи. А давайте туда окунемся. Давай, если еще один минус, мы тебя меняем. Давай, вдруг угадаешь, любую страну называй. Румыния. Румыния, молодец, хорошо подслушал у кого-то. Надо вспомнить. Надо вспомнить, да. Надо. Не только последние 3 матча. Там мы 4, которые сыграли. Давай, что еще? Не помнишь? Ну все, давайте поаплодируем. Неплохо справились. Это тебе. А есть кто давно следит за клубом и действительно помнит все вот эти вопросы? Да? Есть такие давние фанаты, которые знают, что мы там играли в Швейцарии, например, с Лугано, да? Кто знает это? Пойдем. Чего нет? Ну, Иванович, вы выиграли. У вас кепка классная. Так, надо вот с этим экспертом. Кто давно следит за клубом, готов поиграть вот в это? Ну, прям следишь? Давай. Тут прям взрослые должны быть. Ну, как, специально пришел или случайно мимо проходил? Нет, специально. Молодец. Ну, тут понятно, что ни одного матча не пропускает. Ну что, поехали. Смотрите, есть страны, в которых мы играли в Еврокубках. Надо назвать страны по очереди. Уже юные вам делали подсказки. Кто первый сбивается, тот проиграл. Хорошо? Давай начнем с себя. Поехали. Можно, если что, повторяться, которые уже говорили. Начнем вот с нуля эту игру. Поехали. Лихтенштейн. Молодец. Мальта. Хорошо, идем. Швейцария. Швейцария. Фареры. Фареры были, да. Словакия. Молодец. Армения. Угу. Испания. Вот дальше посложнее пойдет. Румыния. Румыния. Давай, даем 5 секунд подумать. Ну, смотри, сделаю подсказку. Есть Словакия, есть еще похожая страна. Там тренирует тоже наш белорус. Словения. Отлично. Ну, подсказку. Подсказку. Давай сделаем подсказку. Там, кстати, очень часто раньше играли белорусские игроки в этой стране. Такой, очень часто легионеры туда тоже ездили. Это Европа, это очень близко туда, вот к Западной Европе. Ну, чуть-чуть западно, вот тут юные, кстати, дарование говорят. Трубила где играл? Чехия. Отлично, все.
Давай, есть еще, смотри. 2 страны осталось вам назвать. Самая простая страна. Не, это не СНГ. Все кричат себе. Венгрия, аплодисменты, браво. Смотрите, вам осталось назвать самую сложную страну, потому что мы в ней живем. Беларусь. Все, ничья, аплодисменты, браво. Все, Женька, давай мою волшебную каталку. Мужчинам вручим подарочки. Немного размялись. Все собрались у нас. Так. Давайте вот так вот сделаем, чтобы было честно. Как раз вам под шарфик. Надеваем кепочки. Все фирменно. Да, можем аплодировать. Ну что, смотрите, у нас остается буквально минутка до того, как здесь появится наша любимая команда. Мне нужна минутка подготовиться, чтобы мы проверили, все ли у нас хорошо. Вот, аквагрим, если что, не забывайте, да, рисоваться. Губи. Еще раз хотели уточнить, как у всех настроение, все ли готовы встречать команду? Отлично, давайте только договоримся, когда я буду произносить имя и фамилию игрока, мы будем это говорить громко, хорошо? Давайте потренируемся, это все равно будет первый. Просто потренируемся на нем, хорошо? Я говорю вам Артур, вы мне. Еще раз Артур. Артур. Вот так, только еще раз 5 громче будем раз кричать, хорошо? Все, нам надо минутка, классная музыка, и встречаем нашу главную будем команду. Ну что ж, уважаемые болельщики, дорогие фанаты, давайте еще раз вместе взорвемся овациями. Мы начинаем представлять нашу команду, которая будет, я уверен, сражаться за самые высокие места в настоящем чемпионате и во всех розыгрышах. Итак, первый игрок на протяжении 5 сезонов является резервным вратарем команды. Сыграл за это время 32 официальные игры, в которых 5 раз оставился ворота в неприкосновенности. Двукратный обладатель Кубка страны, серебряный призер чемпионата. Номер 1 Артур. Ваши овации. Воспитанник Дешурнюман, который 2 предыдущих сезона выступал на правах аренды в Лиде и Сморгоне. В сезоне 2026 20-летний защитник будет играть под номером 2. Встречаем Владимир Танкевич! 18-летний центральный защитник, несколько лет выступавший за команду АБФФ в первой лиге, а также защищавший цвета сборной нашей страны на юношеском уровне. Дебютант Гродненского Немана. Номер 3. Максим Аутка. Ну что ж, я уверен, следующий игрока мы будем также встречать громко. Знает, что он любимчик. Этого защитника ждет 6-й сезон за Гродненский Неман. В предыдущих 5 он провел 121 матч во всех турнирах. А в чемпионате немного не доиграл до 100 встреч. Забил за наш клуб всего 2 мяча, но зато вы их можете точно с уверенностью вспоминать. Один из них в полуфинале в матче с Минским «Динамо». 7 тысяч человек лицезрели этот гол. И давайте вместе встречаем российский защитник, викинг под номером 4, Андрей. Ваши овации. В прошлом сезоне опорный полузащитник выступал за молодежную сборную нашей страны. В составе Гродненца провел в различных турнирах 33 официальных матча и стал обладателем Кубка Беларуси розыгрыша 2024-2025. Игрок под номером 6. Артур Назаренко.
Воспитанник Дишор Неман дебютировал в чемпионате страны в составе Гродненского клуба в 2021 году, имеет на своем счету 7 официальных матчей. На правах аренды с 2023 года выступал за две команды – Калида и МЛ Витебск. В мае 2025 года в Гродно стал обладателем Кубка Беларуси, но затем вновь был арендован Витебским клубом. Номер 7 – Альфред Мазурич. Один из самых надежных крайних защитников лиги. Отличается своими точными передачами и зорким видением поля. К сожалению, в прошлом сезоне наш игрок провел всего лишь 18 игр из-за травм, в которых отдал 2 гелевые передачи и трижды отличался сам. Забитый мяч в ворота фарерской команды перевел матч в дополнительное время и позволил рассчитывать на выход в плей-офф Лиги конференции. Номер 8. Юрий Пантя. В своем дебютном сезоне за Гродненский клуб стал железным игроком основного состава. Провел 43 официальных матча во всех турнирах и набрал по системе гол плюс пас 10 очков, став тем самым лучшим ассистентом Немана в сезоне. В мае 2025 года полузащитник во второй раз в карьере стал обладателем Кубка Беларуси, забив в финале один из 3 голов в ворота жодинского «Торпедо Белас». Встречаем игрок под номером 9 Сергей Пушняков. Полузащитник сборной Кыргызстана, автор первого важнейшего гола в ворота фарерского Клаксквика. На европейской арене игрок под номером 10 Гульжигит Барубаев. Можем аплодировать громче Гульжигиту. Ну а следующий игрок очень давно влюбил вас всех в свою игру. Этот парень из Кондивуара уже блистал в 2021 году на нашем стадионе. После этого успел поиграть с Борисом Батэ, Ардабасом в чемпионате Казахстана. Пришло время вернуться. Номер 14. Шериф Жимо. Один из старожилов нашего клуба, ставший с желто-зеленым дважды серебряным призером страны, завоевавший 2 раза Кубок Беларуси, 121 официальный матч и 6 забитых мячей. Полузащитник футбольного клуба Неман, номер 14, Олег Евдокимов. Еще один футболист, который принадлежал нашему клубу, обучался в Академии АБФФ и выступал до этого сезона за команду АБФФ в первой лиге, а также играл за юношеские сборные Беларуси. 18-летний гроднец, игравший на позиции вратаря, номер 16, Никита Матысюк. Ну, давайте все равно поаплодируем Никите. Мне только что сообщили, немного приболел, но уверен в его классную игру. Давайте еще раз давать за Никите, он нас слышит в трансляции, это точно. Ну, а мы идем дальше. Наш нападающий дебютировал за Неман в 2021 году. Сыграл 91 матч, забил 14 голов, один из которых стал победным в матче Евроквалификации против словацкой Кошицы. В составе желтых-зеленых успел дважды завоевать серебряные медали и дважды стать обладателем Кубка. Игрок под номером 18 Максим Ну, можем громче Максу поаплодировать. Молодой и талантливый воспитанник гродненского футбола, который в прошлый сезон провел в аренде
с Маргони. Сейчас вновь вернулся защищать желто-зеленые цвета. Наш полузащитник, игрок под номером 19, Алексей Дайнеко. Нынешний сезон станет для этого игрока 8-м в составе нашего клуба. Он пользуется огромным авторитетом как на футбольном поле, так и вне его. За это время опытный защитник 89 раз выводил гродненскую команду на поле в официальных встречах, в том числе и в 2 выигранных кубковых финалах. Результативно подключается в атаку и забивает самые важные мячи, как и в финале против Жодинского «Торпедо» и в домашнем победном матче против будущего чемпиона. В составе Немана дважды становился серебряным призером чемпионата Беларуси. Ваши аплодисменты. Номер 20. Иван Садовничий. Три последних сезона воспитанник Дишор Немана на правах аренды провел в клубах первой лиги. 1 сезон в Гомельском «Локомотиве» и 2 в Барановичах. В последнем клубе 21-летний защитник стал победителем 2-го дивизиона, завоевал путевку в высшую лигу и после окончания чемпионата вернулся в родной клуб. Номер 22. Илья Кирко. Этот парень, благодаря своему труду, упорству и терпению, осуществил не только свою детскую мечту стать профессиональным футболистом, но и еще одну, которая появилась у него после приезда в нашу страну. Непременно стать игроком гродненского клуба. Либерийский полузащитник на протяжении последних 2 лет выступал за Слоним и Лиду. Упорно тренировался и вот сейчас подписал первый в своей жизни профессиональный контракт. Встречаем номер 23. Тито Йорми. Аплодисменты. Ну что ж, мы продолжаем. Еще одна легенда нашего клуба, который проводит уже свой 10-й сезон в нашей команде. За 9 предыдущих лет он сыграл 295 официальных матчей за желто-зеленых и расположился на 5-м месте по этому показателю. Известен своими дальними мощными ударами. Забил ворота противника гродненской команды 23 мяча во всех официальных турнирах. В составе Немана стал 2-кратным обладателем Кубка Беларуси, а также дважды становился серебряным призером чемпионата. Ваши аплодисменты. Номер 24. Андрей Якимов. Еще один наш воспитанник, который дебютировал в высшей лиге в прошлом сезоне и за 190 минут игрового времени принял непосредственное участие в 3 голевых комбинациях. На счету нашего крайнего полузащитника 3 ассиста. Номер 28. Богдан Левченко. 17-летний воспитанник нашей клубной Дишора начинает свой дебютный сезон на высшем уровне. Однако уже успел отличиться одним голом в межсезонье. Игрок под номером 30. Александр Еднач. Этот сезон станет для него 5-м в составе «Желто-зеленый». На сегодняшний день бичанин сыграл во всех турнирах 109 официальных матчей, в которых забил 1 гол. В Гродно полузащитник дважды стал серебряным призером чемпионата, а также 2 раза стал обладателем Кубка страны. Номер 32. Юрий Павлюковец. Наш воспитанник клубный Дишор, в прошлом сезоне был отдан в аренду в Могилевский Днепр. Сыграл 20 матчей и помог команде завоевать путевку в сильнейший дивизион. 23-летний вратарь провел за желто-зеленых пока только 1 официальный матч в Кубке страны. Совсем недавно на Брестском зимнем турнире отразил 2 11-метровых удара в серии послематчевых пенальти и помог команде стать 3-й на турнире. Игрок под номером 35. Кирилл Вейдегер.
Ярусный разрушитель атак противника, без которого уже сложно представить наш Неман. 3 последних сезона вера и правда служит Гродненскому клубу, с которым стал обладателем 2 кубков и 2 серебряных медалей. Всего провел за желто-зеленых 110 официальных матчей и забил 1 мяч. Суперкубок для него не свадебный подарок, а приятный трофей, который хочется завоевать. Номер 47. Михаил Козлов. 23-летний центральный защитник, который сыграл за желто-зеленых за 2 сезона 16 официальных матчей. К сожалению, травма, полученная в сентябре прошлого года, пока не дает уроженцу Гродно тренироваться с командой, однако мы все надеемся на скорое его выздоровление. Номер 50. Алексей Шалашников. Еще один новичок команды, уроженец города Чашники. В высшей лиге сезоне 2019 выступал за «Энергетик» БГУ, Слуцк и Витебск. Полузащитник, который столь же полезно может играть и в обороне, и в атаке. Игрок под номером 55. Дмитрий Гирс. Ну, а следующий игрок точно не нуждается в особом представлении. За него говорят его достижения. Лучший футболист Беларуси 2017 года. 7-кратный чемпион страны, обладатель Кубка и 4-жды Суперкубка Беларуси. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса. Игрок под номером 62. Михаил Гордейчук. Легенда гродненского Немана, фамилия которого многократно звучала на многих стадионах и не только в Беларуси. Трехкратный обладатель Кубка страны, 2-жды в составе желто-зеленых. Чемпион Беларуси 2019 года, обладатель всевозможных клубных рекордов. 338 официальных матчей за Неман, 119 голов на высшем уровне, 93 из которых полузащитник забил в чемпионате страны. Нынешний сезон для него станет 12-м, который он проведет в Немане. Встречаем вице-капитан команды номер 88 Павел Савицкий. Девятнадцатилетний уроженец Гродненского района, который дебютировал в высшей лиге в 2024 году. В прошлом сезоне принял участие в 3 матчах чемпионата страны. Игрок под номером 99 Иван Концевой. Также сегодня на встрече присутствуют футболисты, которые еще не стали игроками Немана, но вполне могут подписать контракт. Воспитанник наш из Дешор, 18-летний нападающий Матеуш Монтевка. Также бывший игрок сборной Молдовы, 30-летний полузащитник Дану Спетару. Ну а сейчас встречаем тренерский штаб команды. Все они, наверное, как единый организм, причастны к победам и достижениям нашей любимой команды. Напомню, вместе завоевали 2 кубка, 2 серебра и как одна семья стремятся к наивысшей точке нашего чемпионата. Встречаем администратор команды Андрей Игоревич Горбач. Массажист Иван Иосифович Малышко. Тренер команды Дмитрий Юрьевич Коваленок. Виталий Александрович Надиевский. Тренер вратаря Александр Ритович Сулима. Старший тренер команды Андрей Викторович Карагаватько.
начальник команды и старший тренер Дмитрий Васильевич Борисейко. И главный тренер команды Игорь Николаевич Ковалевич. Ну что, можем вместе погромче поаплодировать нашей любимой команде. И Игорь Николаевич сразу возле микрофона. Все правильно, Игорь Николаевич. Я думаю, основные вопросы все равно будут адресованы вам. Ну что, как мы и анонсировали, если есть вопросы, я уверен, многие есть, у нас есть здесь свободный микрофон. Вот здесь он есть, ориентир, вот прекрасный мужчина с планшетом. Кто же желает задать какие-то вопросы команде, смело подходите к нему, вот к микрофончику выстраивайтесь в одну колонну, и можно задавать какие-то вопросы. Я уверен, у каждого есть. Давайте так, начнем, наверное, с самого простого вопроса, который задавали все болельщики. Игорь Николаевич, позвольте, я, наверное, вам микрофончик включу. Он будет адресован вам. Ко мне многие болельщики уже подходили. Какие планы и цели, задачи на этот сезон для команды? Ну, команда не остановилась, и, в принципе, мы с руководством города еще не встречались, но, по большому счету, я уже говорил в каком-то интервью, любое место, кроме призового, будет для нас задачей. Все, и спасибо за ответ. Ну что, есть у нас вопрос от болельщиков. Напомню, да, подходите к микрофону и будем задавать. Кому вопрос и кто должен ответить? Вопрос Игорю Николаевичу. Какие планы на кубок? На кубок? Суперкубок или кубок? Суперкубок. На суперкубок. Какие планы, Игорь Николаевич? Ну, в любом матче, на товарищеском или в кубке, план или задача победить, поэтому мы приложим все силы, чтобы выиграть. Победа. Хороший ответ, аплодисменты. Так, да, есть ли еще вопросы, уважаемые подписчики? Скажите, а где Антон Сучков? Вот. А кому вопрос? Ну, давайте я отвечу. Он с травмой, он восстанавливается. Мы уверены, в скором времени он будет с командой. Давайте Антону поаплодируем, будет приятно. Знаем, какая была сложная травма, но верим, что он будет с командой. Так, есть еще вопросы, уважаемые подписчики? Ну, в принципе, спасибо. Да, конечно, вот там микрофончик. Вон там, да. Задавайте вопрос. Игорь Николаевич, скажите, а какой самый принципиальный соперник в Беларуси для вашего клуба и для нашего Гродно? Ну, как бы на протяжении, наверное, многих лет, а последних так точно, в общем-то, у нас нет принципиальных соперников. За каждую победу, наверное, каждый тренер ответит, что дается 3 очка, поэтому мы настраиваемся на любого соперника, чтобы быть какой-то, может быть, в свете каких-то последних событий, которые происходили в играх с нашей командой и «Динамо Минск», когда нас на протяжении 4 лет через одну игру судил Шимусик, делал какие-то, мы подавали, делали какие-то, были ошибки. Связано принципиальные игры с «Динамо Минском», а так все. Все принципиальные, «Динамо» чуть-чуть выделили. Хорошо, спасибо. Можем тоже все ответы как-то для настроения. Да, подходите с микрофончиком, юный болельщик. Да, ваш вопрос и кому вопрос? Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, когда Ваня Садовничий планирует на пенсию уходить? Ему уже 40 лет. Может, мы вопрос сразу Ване зададим, а не Игорю Николаевичу? Ваня, давай тебе. Игорь Николаевич все время отвечает. Это твой сын или кто там? Прикинь, сын пришел. Пап, когда ты на пенсию уходишь? Ваня, вопрос от юного болельщика, давай. Ну, может быть, это будет последний сезон мой. И все такие, Не, Ваня, еще поиграем. Да, можно вопрос? Вопрос Павелу Савицкому. Где у нас Пашка? Давайте, да. Давай, задавай. Вы за свою карьеру забили очень много голов. Но какой из них вы считаете самым красивым? Ну, самый красивый, наверное, через себя, когда забил. И с Гомелем здесь мы выиграли 3-0. Там хороший удар такой был, 9, наверное, он. Вот, Паша вспомнил 2 мяча. А через тебя это в каком матче? Это за Динамо Брест был. Вот. Удовлетворяет ответ? Конечно. Все, овация, Паша. Спасибо, Паша. Так,
Есть еще вопросы? Давайте, конечно. Игорю Николаевичу, ну, если «Динамо» принципиальный соперник, наиболее принципиальный, задел ли вас переход Лыкулова и Гвета в эту команду? Ну, как можно задеть? Никакие переходы вообще никого не должны задевать. Это жизнь, и каждый выбирает свою дорогу. Мы Алакулова воспитали, Гродно сделала его футболистом тем, кем он есть, но дело в том, что есть еще... Он маленький и есть финансовая сторона, поэтому, конечно, то, что предложили Гвету и Лыкулову в Минске, Гродно это нереально, поэтому мы уважаем его выбор и комментировать как-то переход в «Динамо» его или в Днепр, или еще куда-то, наверное, нет смысла никакого. Но предложение было вернуться в Гродно, да? Ну, в принципе, да. Угу. То есть Галджигыты тоже предлагали быть в Немане, да. Если ответ удовлетворяет, можно поаплодировать, да. Да? Игорь Николаевич, в прошлом году вы говорили то, что для вас Суперкубок – это пустышка. В этом году что-то изменилось? Ну, может быть, так интерпретировали, пустышка. Это, в общем-то, трофей, который может быть какой-то чести города, трофей. Ну, какой он трофей? Это тренировочный матч, где играют чемпионы и обладатель кубка. То есть команда же за него не дают очки, за него не прибавляются деньги. Команда не играет в Еврокубках. Просто матч. Угу. Важный матч, да. Еще вопросы? Да, вот вижу. Игорь Николаевич, во-первых, с Днем защитника Отечества, мужики. Может, да, поаплодируют дамы, да, и все, вообще все. Во-первых, с прошедшим вас, Николаевич. Спасибо. С 18-летием, можно сказать. Спасибо. Ну и вопрос, на сколько процентов команда готова на сезон? Ну, в процентном отношении точно не скажешь, насколько она готова. Все-таки условия подготовки, они зимой такие волнообразные. Есть люди, наверное, у нас, может, половина команды прошло от первого до последнего дня, скажем, без болезней. Поэтому на все ответит игра. Но последние, там, скажем, игры вообще на протяжении всех игр, которые мы играли, товарищеские игры, тренерский штаб в большей степени доволен подготовкой ребят. И у нас неплохая ротация, неплохой коллектив, есть кем заменить. Поэтому я думаю, что в первой игре мы будем готовы. Но город Гродно ждет, чтобы вы подняли кубок над Беларусью. Ждем этого чемпионства уже давно. Спасибо. Давайте так, если все ждут, можно поаплодировать, да. Так, есть еще вопросы? Да? Кто будет капитаном в 2026 году? Вот, кто капитан, вице-капитан? Кто может ответить на этот вопрос? Кто будет капитаном, вице-капитаном? Ну, разберемся, я думаю. Капитан Ваня есть, Миша Козлов есть. Но еще выборов капитана в этом сезоне не было, да? Паша Савицкий. Да здесь есть. Кто будет на поле, найдем кому повесить сходить. То есть, понятно. Я продублирую, если плохо было слышно. Он сказал, есть Козлов, есть Давничий, есть Савицкий. Разберемся на поле, правильно? Все. Так, есть ли еще вопросы? Где Архипов? Где Архипов? Давай вот это, вот держите вот этот микрофончик. Ну, здесь ситуация. Клуб предлагает условия, футболисты или их принимают, или нет. Здесь немножко с Артемом вышло, что мы не смогли договориться по условиям контракта, поэтому, он дальше будет выбирать свое продолжение карьеры. Ждать ли в команде Дмитрия Радиковского? Ну, мы ожидаем его, как будет в команде. Вы знаете, ожидать футболиста можно только тогда, или говорить о нем, когда будет поставлена подпись под контрактом. Бывали случаи, что футболист едет и договаривается, и у нас в Гродно были такие случаи, что он приезжает на встречу с руководством, уже договорился, обговорил условия, и на следующий день заключения контракта и футболист пропадает. А все анонсировали, что футболист в команде. Поэтому, когда будет подпись, тогда будет Радиковский. Спасибо. Ага, да, спасибо. Пожелание. Угу. Такое, на пару минут. Меня зовут Василий Лукашек. Я здесь, наверное, один из самых старых болельщиков нашего Немана.
Первый раз меня отец привел на стадион «Красное Знамя» в 1966 году. Мне было тогда 6 лет. Помню, как сейчас этот момент. Дело было осенью. Светили фонари. Весь стадион был полон болельщиков. Стояли вокруг. Самые смелые ребята сидели на деревьях. Кто-то даже на мачте световой. Я первый раз пришел на футбол. Мне это показалось чудом каким-то. Внизу бегают в лучах света футболисты за мячом. Наши атакуют, удар, гол. И здесь все трибуны, все зрители в едином порыве поднимаются со своих мест и кричат: «Гол! Ура! Молодцы! Молодцы!» Футбол – это не просто игра. Футбол – это чудо. И мне вот эти маленькие человечки тогда, 6-летнему парню, показались волшебниками. И вот уже, тогда я заболел футболом, и вот уже 60 лет болею. Помню, как в 1967 году Неман добился своего первого успеха. Наши футболисты выиграли переходный турнир и перешли в класс А. Помню фамилии тех футболистов Немана. Вратарь Коростик, капитан Бурачевский, Ходоровский, Хоменков, Новицкий, Заболоцких, Черноцкий, Станюк, Голиков, Кривоносов, Летяга, Богомолов, Никифоров. Тренеры Радишевский и Мимрик. Как радовались наши болельщики этому успеху. Футбол – это радость. Все любители футбола с нетерпением ждут нового сезона. Хорошей игры, красивых голов и, конечно же, побед нашей любимой команды. После победы Немана в городе становится больше веселых и улыбчивых лиц, вырастает производительность труда, школьники и студенты получают больше десяток, в больницах выздоравливают пациенты, красивые девушки всем улыбаются, в общественном транспорте молодые люди уступают место пожилым, иногда. Короче, футбол – это праздник. И хочется хоть раз в жизни пройти всей толпой по нашему прекрасному городу и громко во весь голос прокричать: что? Только Неман, только Гродно, Неман чемпион! И пусть это случится в 2026 году. Пожелание такое. Я думаю, все болельщики будут солидарны. Да, все поддержат. И чтобы на будущих встречах болельщиков с футболистами и тренерами Немана болельщики как можно чаще, вот как я вначале называл фамилии присутствующих сегодня на этой встрече наших любимых футболистов. Футбол – это наша победа. Ну что, можем вместе поаплодировать. Мне кажется, шикарная мотивация. У меня есть тоже несколько вопросов, которые адресовали. Есть вопрос Михаилу Гордичку. Миша, ты там спрятался. Ты готов? Микрофон тебе передам. Давай задам вопрос. Всех интересует, как тебя встретила команда? Каково тебе играть с новыми партнерами? Какие цели поставил ты для себя лично на этот сезон? Не, встретила команда хорошо, я почти большинство ребят знал здесь, с кем-то познакомился. Вообще вопросов никаких не возникло у меня, и не у команды, наверное, надеюсь. Еще узнаем. Какие цели ставишь лично для себя в этом сезоне? Ну, цели личные раньше ставил, а сейчас как-то уже больше команды, наверное. Поэтому Игорь Николаевич сказал, какие у нас цели на сезон. А сколько голов? Миша, сколько голов? Сколько голов что, забил? Естественно.
Нет, это в 67-м забивали, а в этом-то... Не, я честно не знаю, не могу сказать, сколько смогу забить, поэтому... Сколько? 2? Ванька подсказывает, что 2. Посмотрим. Маловато будет. Но это от Вани. А дальше Миша сам все возьмет. Ну что? Ваня 2 забьет, а Миша 12. О. Все, Миша, есть цель. Давайте Михаилу поаплодируем. Есть вопрос по вратарской позиции. Что я... Где у нас Ричард Ильич Сулейман? Вот, я вас не заметил. Да. Вопрос. Для вас, как тренера вратарей, тут много болельщиков писали эти вопросы. Что скажете по вратарской позиции? Кто будет первым номером? Нужно ли усиление? Усиление не нужно. Мы спокойно готовимся к сезону. У нас есть ребята, в которых мы верим. Уровень достаточно высокий, поэтому я не вижу никаких проблем. То, что один вратарь уходит, у нас есть другие, поэтому здесь я не вижу вообще никаких проблем. Но первого номера пока что неизвестно. 28 числа будет все известно. Мы как бы за день до игры вратарь узнает, что он будет играть, поэтому 27-го он будет знать. Если он напишет кому-то, то все уже будут знать. Можно поаплодировать. Спасибо. Ну что, у нас есть еще вопрос. Жимо, тебе вопрос. Как будете так и говорить? Кто может на английском у нас? Все, пообщались. На французском? Дима будет говорить? Дим, давай. Ты задай вопрос тогда ему на французском. Держи. Да, не, вопрос у меня есть, мне уже написали. Каково тебе вернуться в Неман и что он ждет от сезона? Сейчас он нам чисто французском ответит, и Дима переведет. Нет, Жимо, в микрофон давай. Он сказал, что для него... Ага, да. Сказал, что для него это праздник вернуться сюда снова. Праздник? Да. О, аплодисменты, браво, 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 браво. Ну все, тогда не будем Жимо мучить, Дима, тебя тоже. Так, есть ли еще вопросы какие-то у нас от болельщиков? Потому что мне... Да, задавайте. Микрофончик есть у вас? Вопрос к главному тренеру Игорю Николаевичу. Вот недавно была новость, то, что на чемпионат Беларуси будут вводить ВАР. Вот как вы думаете, ли что-то поменяется после этого? Потому что мы прошлый сезон все хорошо помним, что были очень много спорных моментов, неприятных моментов. И как вы считаете, вот, или будет как бы лучше судить, вот, поменяется ли все? Давайте я отвечу так. Вот мы играли с Торпедо Жодина, да, когда был очень спорный момент, даже 2 спорных момента, когда ворота Жодина не поставили 2 11-метровых удара, да, за игру рукой. По сути, был повтор на телевидении, и этот момент как бы обсуждали специалисты, журналисты, представители федерации, и они признали, что неназначение пенальти за игру рукой в той ситуации было правильным. При нашей работе тренерского штаба мы отправили в определенный тоже, как бы есть у нас судьи, которые, ну не то что сотрудничают, мы можем пообщаться с судейским корпусом из других стран и попросили дать оценку. Они признали, что пенальти должны были быть назначены. Поэтому комментировать что-то здесь, наверное, нет смысла. Есть ВАР или нету. Как признает Федерация футбола, так и будет. Ну и давайте все поаплодируем Неману за хорошую игру, которую он показывал в прошлом сезоне, и надеюсь, что в этом тоже. Ну тут все присоединяются, овации за шикарную Евросезон, я уверен, точно. Да, можно еще вопрос? Ігор Миколаївич, питання до вас. Сезон 25. Скажите, коли ласка, матч, яким вы больше за все были незадоволены, и який бы вы хотели переиграть? Знаете, здесь тяжело, наверное, судить, какой матч незадоволен. Наверное, больше всего отдачей и вот той страстью, одержимостью, которой ребята вышли, учитывая второй круг, который мы проводили, это была игра с Коммунальником Слоним. К сожалению, мы ее проиграли. А вот какие-то игры, ну, может, со Сморгонью, даже не во втором круге, в первом круге, наверное, были игры, которые мы должны были сыграть лучше. И вы знаете, даже при тех моментах очень серьезных, которые у нас случились после возвращения с Еврокубков,
Надо признать, что мы 12 очков потеряли с командами, которые вылетели из высшей лиги. Это 6 очков с Маргонью, со Слуцком и с Молодечино. Вот это не есть хорошо, если бы вернуть нам, или это так говорят, хотя эти команды отбирали, и Молодечино отобрала очки у чемпиона Макслайна. Но, видите, так случается. 12 очков мы потеряли. Если они были бы, мы бы набрали столько очков, сколько Славия. Но это все лирика, и есть как есть. Ну, были, я сейчас и не вспомню, чтобы такие были безвольные матчи, были просто у нас проблемы с составом. Наверное, мы где-то ошибались с составом, где-то не то ставили, где-то какие-то вопросы были. Но я вам еще раз скажу, что 25-й сезон – это лучший сезон лучшей команды моей тренерской деятельности. Дякую. Поспехов вам. Есть еще вопрос, да? Вопрос Петару. Как проходит твоя адаптация в Гродно? Так, кому вопрос? Спетару. Вот, давай, дорогой. Адаптация проходит хорошо. Некоторых ребят я знал, команду я присматривал. Пашу Советского знал по играм за сборную. И в целом я поиграл в разных странах, поэтому не имею никаких комплексов. С ребятами разговариваю и адаптируюсь очень хорошо. Спасибо. Можно поаплодировать вместе. А сколько голов планируете забить? Все минимум по 12. Минимум. Чему больше надо? Ну, он полузащитник. Ну что, у нас есть еще вопрос. Да, есть кто-то? Дим, вопрос себе. Дмитрию Гирсу. Давайте поаплодируем, тоже новичок команды. Так, где у нас Дима спрятался? Вот, Дим, держи микрофон. Ты рядышком со мной. Дим, вопрос такой. На какой позиции тебе комфортнее играть? Полузащитник, защитник? Где тебе комфортнее на поле? Ну, мне, в принципе, не принципиально. Главное, на фланге. Поэтому можно и в защите, и в полузащите, и слева, и справа. И в нападении, и вратарь? Не. На эти позиции есть. Как в межсезонье, вопрос такой, как в межсезонье, сложно ли было, или, в принципе, терпимо, нагрузки? Скажем так, хорошая нагрузка, но было куда и хуже, потому что я был 5 лет в энергетике, поэтому терпимо. Давайте поаплодируем нашему новичку. Диме, спасибо. Ну что, если у нас еще вопросы, да, если что, к микрофончику подходите. У нас есть несколько еще. К Павлу Савицкому вопросик. Сколько забьет? Нет. Павел, мы в этом году Паненко увидим? Нет, наверное, нет. Наверное, он сейчас, вы не видели, он начал креститься, чтобы когда вы это сказали. Нет. Нет, Паш, не будем? Нет. Ну ладно. Паша сказал нет. Да, можно вопрос, да? Вопрос Диме Коваленку. Сколько он забил за свою карьеру голов? Мы проверяем память Димы. Дима. Не считал? Много. Больше 12. Так, есть ли еще вопросы у нас? У меня не вопрос, у меня такое маленькое как бы пожелание, что ли. Пару дней назад нашему тренеру гродненскому, я считаю, очень сильному в свое время тренеру Вячеславу Аркадьевичу Сивакову исполнилось 88 лет. Вот. В Гродно очень большие футбольные традиции. В Гродно играл Александр Прохоров, который потом играл в московском «Спартаке» за сборную, Саша Бокий. Вот. Много других спортсменов. И очень хочется, чтобы молодежь знала историю нашего клуба. Это надо как-то так. Вот в хоккее есть такая звезд, майки звезд там и прочее поднимают над ареной. Я думаю, что маркетингу клуба надо подумать о том, как прививать поколению нынешних игроков и будущих. Тут очень много детей, которые, я вижу, занимаются, чтобы они знали, что в Гродно очень большие традиции. Товарищ говорил, что он в 66-м году, его папа привел на футбол. В 66-м году я уже у Зайцева тренировался, вот, а потом у Сивакова. Поэтому давно живу, много видел. И хочется, чтобы вернулась атмосфера 80-х годов, когда банда Сивака выиграла свою лигу. Вот. Тут сидят ребята, которых я еще помню, они уже тренера, а я их помню, как они еще на кожаный мяч играли. Вот.
тренера наши. Ну, музей есть при школе, детской школе, насколько я знаю, есть красивый музей. Надо было, чтобы когда приходили люди на стадион, все это видели, как-то подумать маркетингу. Мы Потому обязательно, что Петр, очень много талантов было. пометьте себе вопрос, пожалуйста, братья Петр. Солодовниковы, Нефедов, братья Абрамуки. Много есть о ком вспомнить. Некоторых начинают забывать уже. Вот. Хорошо, что Сережа еще пока в клубе там работает. Хорошее пожелание, давайте поаплодируем. Действительно, помните историю, история — это наше все. Я уверен, футбольный клуб «Немос» своими традициями обязательно эту идею реализует. Есть ли еще вопросы? Да. Если бы вы прошли бы в Лигу конференций, как бы вы совмещали матчи чемпионата и Еврокубков? Если бы мы прошли в Лигу конференции, как бы совмещали матчи? Кто хочет ответить на этот вопрос, Игорь Николаевич? В этом году у нас было, это тоже отложило какой-то отпечаток на нашу игру. В принципе, мы не вступали в дебаты с Федерацией футбола, потому что, посчитали это, не совсем корректно с нашей стороны, и мы приняли их правила игры. То есть нам ставили матчи, мы играли. Поэтому мы играли бы те матчи, которые нам поставили. Поэтому мы бы не пошли по пути, вы говорите о чемпионстве, да? Тут многие говорят, Неман должен быть чемпионом. Здесь я вижу Василий, да, болельщик уже с 20-летним штаммом. Вы когда пишете чушь всякую в своих этих ответах, да, вы иногда анализируете, как относится Федерация футбола и общественность, скажем, там Гродно, да. Вот Динамо стало чемпионом, нам не дали стать чемпионами, да. Потому что вот Динамо вышло в Лигу конференции, они проводили матчи тогда, когда хотели. А мы проводили матчи тогда, когда нам поставили. Поэтому и сейчас мы проводили матчи тогда, когда нам им поставили. Это немножко разница. Поэтому мы четко все выполняем распоряжения или какие-то указы, приказы Федерации футбола, но при этом всего лишь имеем свое мнение, чтобы высказаться. Вот только и разница. Поэтому вы, когда болеете за команду, вы, пожалуйста, болейте искренне, а кто еще соображает чуть-чуть, так вы взвешиваете, вы же футбольные люди, взвешивайте все за и около, как все происходит. Никто же не поднял тему, почему нас судят 4 года подряд через игру Шимусик. Я поднимал, меня за это штрафовали. Ну а где ортодоксальные болельщики? Пасквили какие-то написать? У нас никогда в Гродно не было судейства нормального. Ну, будем верить, что все и поменяется. Спасибо за вопрос, можно поаплодировать. Андрей Викторович, вам вопрос. Просили тоже адресовать, можно? Как оцениваете межсезонье тоже команды в этом году, как старший тренер? Довольны ли вы усилением команды? И ждет ли еще пополнение? Будет ли для команды? Вам вопрос был адресован? Ну, я думаю, что на этот вопрос уже главный тренер ответил. Николай Николаевич, в принципе, отвечал, да? А сами подготовка межсезонья командой, как готовились? Все по плану, работаем по плану. Все по плану. Все, давайте поаплодируем. Тоже спасибо. Я обязан был задать вопросы. Так, есть еще вопросы? Ну, не вопрос, а просто такое ремарка, пожелание. В этом году, когда Неман играл с Райо Валикано, была организована очень грандиозная площадка у нас на центральной площади. Это было великолепно. То есть весь город собрался, весь город переживал. Поэтому хочу пожелать, чтобы это было традицией. Традицией, чтобы Неман постоянно выступал в кубках. Чтобы, конечно, вернулось все это на наш стадион в какое-то время. Вот. Ну а пока это невозможно, чтобы устраивали вот такие мероприятия, когда весь город жил единым порывом. И как у «Динамо» хоккейного есть в одном звене, чтобы у Немана было, наверное, в одном составе, в одной, там, я не знаю, в стартовом составе какой-то слоган такой придумать. Потому что видно уже последние годы, что Неман становится такой командой, за которой переживает практически в город весь. Это просто праздник, как в какой-то английской премьер-лиге, где болеют там бабушка, дедушка, внук и вся семья. И видно, что Гродно тоже становится такой футбольным городом. Поэтому хочу пожелать, чтобы это так и продолжалось, чтобы это было со стороны болельщиков искренне, и чтобы это было со стороны команды ответка такая же. Спасибо. Тут да, тут, наверное, все будут солидарны. Мы будем только за. Видно, что действительно... Давай. Игорь Николаевич, у меня к вам вопрос. А почему вот когда вы приехали после Лиги конференции отбора, вы начали проигрывать, ваша команда в высшей лиге, особенно на выезде? Ну, отвечали уже на вопрос, что устали. Много матчей, переезды. Сложно было.
Вообще, самая главная причина в поражении – это даже не физическая кондиция команды, не травмы команды. Это эмоциональная выхолощенность команды, когда, в общем-то, тяжело достать эмоций. Поймите правильно, я в каком-то интервью сказал, могу это повторить, что в ближайшие лет 10 3 раунда Лиги конференции не пройдет никто. Вот я повторю эти слова, за этими словами подпишусь, и такого не будет. Вот. Мы сыграли 8 финалов, это матчи с серьезными соперниками, хотя нас там критиковали очень многие авторитетные издания, что мы играем с фарерами, играем с сантехниками. Так хочу заметить, что эти сантехники обыграли сборную Чехии и сборную Черногории, и в сборной Фарерских островов играло 8 человек из Клаксика. Это для тех, кто-то пишет о Гродно или им хочется написать. Поэтому я еще раз говорю, мы вернули 4-ю команду страны в Кубке. Это вернуло Гродно. Поэтому за это просьба Гродно сказать спасибо. Остальные только рассказывают басни. Ну что, если у нас еще вопросы, уважаемые болельщики, да, задавай. Вопрос Андрею Якимову. Такой пушечный удар – это врожденный или результат тренировок? Андрюха, или на халяву? Или, врожден, или тренировал, или... Нет, это не халява, это, конечно, это громадная работа моего отца, который с детства тренировал меня, мы отрабатывали в Антополе. Это там место, где я родился. Есть специальные упражнения, как-то так. Это секрет. Все едем в Антополь, все, и тренируем пушечные удары. Хороший вопрос, давай. Вопрос Павлу Савицкому. На какой позиции он хотел бы играть, полузащиты или в нападении остаться? Паш, где в этом сезоне хочешь играть? Вообще в ворота хотел бы, но не знаю. Как тренерский штаб решит, так и буду. Мне и справа удобно, и впереди, без разницы. Главное, чтобы польза была. Конкуренцию будет создавать. Да. Вопрос Игорю Николаевичу. Уход какого игрока Неман так и не смог найти отличную замену? Да, Игорь Николаевич, какой уход игрока в этом сезоне, возможно, как-то особенно сказался, либо вы не смогли найти замену? Я думаю, это уместный будет ответ после каких-то игр. Сейчас мы что можем сказать? Лучше или хуже, сейчас же не было официальных игр. Мы старались немножко поменять и схему игры, все относительно, немножко поменять взаимодействие, поэтому сейчас я не отвечу на этот вопрос. Пускай у вас будет, сезон покажет. Мне кажется, действительно классные новички, да, можно побрать еще раз Игорю Николаевичу. Понимаю, что основной 80% вопросов главному тренеру, но если есть еще вопросы, мы с радостью, да, конечно. Я хотел бы поблагодарить, конечно, всю команду и тренерский штаб, особенно Игоря Николаевича. Вот это настоящий тренер, понимаете. Он ведет всю команду и просто он славит наш футбол, и не только города Гродно, а Белоруссии, понимаете. Да, конечно, обидно, когда судьи выходят на поле, и как якобы болельщики видят это все, понимаете, и ничего нельзя сделать, понимаете. Поэтому про Лигу конференций хочу еще сказать. Вы молодцы, ребята. Вы показали белорусский футбол, все, что можете, понимаете. Молодцы просто, понимаете. И Игорь Николаевич правильно говорит, что посмотрим на следующий год, кто покажет такой футбол. Поэтому удачи вам, ребята, всем. Мы вас любим всех, понимаете. Вот и болеем за вас всех. Дай Бог вам здоровья, меньше травм. Понимаете, и показать хорошую игру, просто хорошую игру. Дай Бог вам всем здоровья. Шикарные пожелания. Большое спасибо. Я бы, наверное, подписываюсь под всеми вопросами. Да, сейчас. Вот там, туда проходите. Давай, задавай вопрос. Вопрос Альфреду Мазуричу. Альфред. Как он научился бить крюченым ударом? Вот мы узнали про секрет Андрея. Альфред, как ты научился бить крюченым ударом? В детской школе научили, наверное.
так нету какого-то особого упражнения. Просто на тренировках отрабатываем. Все. К Андрюхе ездил, да? Видишь, тут Юра подсказывает, что его Андрей лично тренировал. Крученые удары. Так, да, еще вопрос? Добрый вечер. Я больше фанат хоккейного Немана, тем не менее очень интересуюсь и футбольным Неманом. Так сложилось, что в Гронинском Немане, именно хоккейном, сейчас довольно очень непростая ситуация. И я хотел бы спросить у главного тренера уже футбольного Немана, как совет главному тренеру Андрею Игоревичу Антонову хоккейного Немана уже, какой совет вы могли бы дать ему, как исправить эту ситуацию, как минимум в ближайшее время? Потому что ситуация довольно плохая, вы уже добились больших высот Лиги конференций в чемпионате и вообще в принципе. Спасибо заранее. Значит, я не так давно был на юбилее выдающегося гродненского хоккеиста Коля Михайловича Варевончика, и там был Андрей Игоревич Антонов, да? Вот, поэтому нам удалось поговорить. Я вам скажу, знаете, когда... Вот я по себе знаю, у меня много осталось скриншотов, когда были неудачи. Мы же всегда учимся, когда были неудачи Гродно и так далее. Там советчиков найдете, знаете, сколько советчиков найдете? Знаете, победы много отцов, поражения ты один. Поэтому Андрею Игоревичу надо просто дать время. Он принял команду, новая команда. Сейчас только ленивый не будет снимать его там, долбить, еще что-то. Знаете, дали время. Я очень благодарен Мечиславу Брынцачу. Тут тоже деятели есть. Тут писали, снимали клоуны, это самое. За выдержанность руководства. Если у руководства есть какая-то стратегия, а не так одна баба сказала, или ты там 3 пьяных болельщика подошли и сказали там, снимай, там то игры нет, то результата нет. Это несчастные люди, понимаете? Поэтому и вот Андрей Игоревич, он молодой специалист, он был хорошим тренером, хорошим хоккеистом был. Ну, чтобы определить, можно его выгнать, лучше будет, нет? Надо просто время дать, год, может, какой, дайте 2. 2 года это минимум, хотя бы, чтобы осмотреться. А так, это все разговоры для бедных. Браво, браво, браво. Да, можно вопрос, конечно. У меня вопрос, но это, я не знаю, наверное, к Федерации футбола. Да, прямой эфир. Кубок, обладатель Кубка Беларуси и чемпион Беларуси, 2 сильнейшие команды, и будут играть, там будет, допустим, товарищеская игра Динамо Минск, с кем-то, с Витебском играет в этот же день. А тут проходит официальная, самая такая серьезная игра. Но если кто-то не знает, Суперкубок Беларуси. Что это за Суперкубок? Последний день зимы. Что, времени нет? Еще до начала чемпионата целый месяц. Можно было ближе к началу чемпионата или провести летом на хорошем стадионе, хорошее поле. А это как будет товарищеская игра, я считаю так. Мне, допустим, я считаю, что Неману это безразлично. Но Витебску, конечно, они приз выиграют. Это будет, если они еще выиграют, это будут они ой-ой-ой там. А для меня это 0. Потому что это не время проводить зимой Суперкубок Белоруссии. Игорь Николаевич, как-то прокомментируете? Нет, не имею права, потому что это решение Федерации футбола. В принципе, Суперкубок ознаменовывает начало следующего чемпионата, поэтому это во всех, наверное, чемпионатах заведено, что первая игра чемпионата – это Суперкубок. По датам здесь тяжело сказать. Не мне вопрос. Угу. Да, еще вопрос. Вопрос тоже к Игорю Николаевичу. Как вы оцениваете назначение Гончаренко на пост главного тренера сборной? Поможет это, потому что из Немана многие футболисты привлекаются к играм сборной. Они неплохо себя там показывают. Как вы считаете, стоило ли менять Алоса на Гончаренко? Прежде переходить к Виктору Михайловичу, я скажу, что не стоило менять Георгия Петровича. Зачем? Вы не знаете, зачем поменяли Кондратьева, нет?
Вы проанализируйте игры, которые провел Кондратьев, и не знаю, зачем назначили Аласа. Это мое субъективное мнение. Что касается назначения Виктора Михайловича, то это за последние годы после назначения Георгия Петровича, который скажем так, хорошо сыграл на молодежном чемпионате, вывел как команду на Олимпийские игры, он добился своим трудом назначения на пост главного тренера своей работой. Точно так же своей работой добился Виктор Михайлович, исходя из того бэкграунда, где он тренировал, работал. Это настоящий тренер нашей сборной. Получится его или нет, покажет время. А так назначение, оно просто в данный момент, оно объективное. Это, опять же, на мой субъективный взгляд. Ну что, спасибо за вопрос, спасибо за ответ. Да, еще один, да. Еще такой вопрос. Вот смотришь, например, английскую премьер-лигу, у них постоянно перед матчем тренерский состав обменивается рукопожатиями. После матча, неважно какой результат, соответственно, тоже тренера подходят друг к другу, пожимают руки. Неважно, какой счет был, какие эмоции у кого. Скажите, как бы вот это смоделировать на наш чемпионат? Возможно ли такое? Почему у нас в республике как-то тренеры, они больше вот антагонисты и не пожимают, за редким исключением, скажем Не, так. но в этом году есть уже официальное постановление, что... Я просто про это не слышал, поэтому... Не, уже все, уже есть официальное постановление, что главные тренера обязательно должны пожать руки. В российской премьер-лиге там еще и судьям пожимают, но я не знаю, Шимусику, наверное, вряд ли стоит. Вот, здесь тоже. Нет, это уже официально уже утвердили. Да, спасибо за вопрос. Да? Мне хочется, наверное, не знаю, Игорь Николаевичу, но больше, наверное, к ребятам, которые постарше. Игорь Николаевич говорил, что у нас опытная возрастная команда. Я вспоминаю времена 80-х года, когда играли мои друзья в основе. Вот. Они рассказывали. Вот пример, тот же Сережа Короза, он играл в юношеской сборной Советского Союза, он приезжал в «Химик» тогда, и говорил, если мяч уходит за линию, я знаю, что я его не догоню, но я до последнего бегу. Потому что если я не добегу, то после этого в раздевалку хоть не заходи. И вот мне кажется, что немножко наши ветераны должны чуть-чуть молодежи учить вот этому. Сейчас мы спросим. Потому что, говорят, слишком много либерализма стало в футболе. Во все времена старики немножко поддушивали, в хорошем смысле этого слова. Вот. Воспитывали молодежь. Воспитывали молодежь. Ваня, вопрос тебе, давай. Это к ветеранам. Потом Андрей сделает ремарку. Миша? Миш, давай, как ты считаешь, есть сейчас такое воспитывание молодежи? Как ты считаешь, есть ли это в клубе такое? Добрый вечер всем. Ну да, сейчас, честно, с молодежью очень тяжело работать, я не знаю. Не хочется говорить грубых, плохих слов, но инопланетяне, их одним словом так хочется назвать, инопланетяне с другой планеты, немножко другое поколение, не такое, как мы, и тем более наши отцы, наши дедушки, бабушки, у которых ничего не было. Может, у них сейчас все это есть, и тяжело им это объяснить, что только через труд, через какое-то терпение, через кровь, пот можно чего-то добиться. И слушать надо, обязательно слушать. Мы же не просто так, кто постарше ребята, хотим тебя мы же не хотим не оскорбить ничего, мы хотим, чтобы ты хорошо, наоборот, играл, прибавлял в мастерстве, во всем. И поэтому, есть, проблемки, работаем. Но это не только в нашей команде, это сейчас в большинстве клубов и всех видов спорта, поэтому с кем общаешься, надо работать. Есть время, и у нас ребята в большинстве молодцы, стараются слушать, поэтому все. Конечно, видите, пока, мы еще дрыгаемся немножко, поэтому мы еще повоюем с ними. Так просто не... Конечно, пускай доказывают, мы свое не отдадим, так просто. В этот момент все время смеялся Богдан, да? Как ты прокомментируешь про молодежь? Давай. Ты смотрел на Мишу. Ты из какой планеты? Как вообще в Немане? Кто более строгий? Такой, кто больше дает, напихает? Вот давай, как молодежь со своей стороны, которая вливается в основу, рассказывай. В целом, Миша сказал правду. Я с ним согласен. А строгий? Юра Пантя может напихать, конечно, жестко. Олег пихает достаточно. Но в целом все
стараются просто объяснить без пихача, без ничего такого. Все нормально. Все, можешь поаплодировать. Вот так. Все, мы узнали, кто самый строгий. Юра, Пантя, это ты. Так, есть ли еще вопросы? Да. Я хочу задать вопрос Мазурычу, каково ему играть в дубле Немана и совмещать с основой Немана? Альфред, ну, как тебе совмещать игру с дублем? Вообще, какие цели на это? Давай так, какие цели на этот сезон расскажи. Тяжело было ли совмещать вообще игры с дублем, с переходом в основу? Каково это? Ну, совмещать игры несложно, потому что надо получать игровую практику. На данный момент по каким-то вопросам не могу выезжать за Гронинскую область, так что приходится играть за дубль, получать игровую практику, развиваться как-то. Да, у него... Он у нас отбывает срочную службу, да? Вот, поэтому что ты не рассказываешь, что это как будто тайна какая-то. Вот, поэтому пока он тяжеловато ему совмещать. Да. Вопрос к Юрию Панче. Как вы оцениваете свой гол против Нафтанного Полоцка, когда вы забили с углового? Вот. Как ты оцениваешь? Будет ли такое тоже? Вообще, как самочувствие, как здоровье? Всем здравствуйте. Ну, как сказать, оценю положительно, хорошо, что забил. Такие голы, конечно, редко случаются, но чтобы его забить, я вот ездил специально вот в Антополь, оттренировал, получилось, знаешь, не зря ездил. Юра, расскажи, как вообще самочувствие, что чувствуешь по здоровью после травмы, как себя ощущаешь, насколько готов? Ну, восстановился полностью от травмы, было 2 перелома. Обычно, как вся команда, набираю форму на сборах, готовимся к чемпионату. Ну что, давайте последний вопрос, если он есть, и будем представлять вам новую форму команды. Давай, финальный твой вопрос. Вопрос Алексею Дайнеке. Готов ли он играть за основной состав Гродно Неман? Готов ли он уже играть за основу? Давай, дорогой, как ощущаешь свои силы? Я всегда готов. Все, всегда готов. Он как Паша, и в воротах, и в нападении, и в защите готов играть. Красавчик. Ну что, давай, последний вопрос. Ты как раз давно стоял. Вопрос к тренеру. Давай. Какая дисциплина у команды Неман? Какая дисциплина, Игорь Николаевич? Ну, на разное бывает, какая дисциплина. Все зависит от ситуации. Строгая или не строгая, Игорь Николаевич? Разное, каждый день разное. Хотите комедию, хотите драму, хотите... Ну что, все вопросы есть. Давайте поаплодируем всем за интересные вопросы. Мы, наверное, приступаем к самому интересному. Все в предвкушении увидят, что же это за шикарная форма. Ваня, мне сказали начать с вашей великолепной тройки. Поэтому поаплодируем давайте капитану Иван Садовничий. Пока не спешите, не спеши. Застегни обратно, застегни обратно. Выйдите троем сначала. Иди сюда. Олежа тоже. Так, вот так. Застегни, да. Жумо, пока посиди. Ну что, вот, давайте, выходите вперед, потому что, только, Олежа, застегни пока что, интрига. Вот, красивенько. Ну что, первая форма, давайте все вызывать вау-эффект, потому что вы первые увидите это. Новая форма футбольного клуба Неман в новом сезоне, который, я уверен, всем нам принесет новые победы. Показываем, мужики, давайте, расстегиваем. Ну что, если нравится, давайте поаплодируем. Мне кажется, вы очень... Класс. Олег, давай прокомментируй. Вообще, как тебе форма? Ты сегодня первый раз увидел или уже вы видели? Я ее одел, не успел рассмотреть. Как тебе? Ну, отлично. Лучше, чем в прошлом. Ну что, уважаемые болельщики, ваша оценка форме? 10 из 10. Давайте овации еще раз. Браво. Можем, да. Ну вот вы первые увидели. Возможно, именно в этой форме мы будем играть в
в субботу. И в Лиге чемпионов тоже будет. Виктор, я с вами согласен. Давайте поаплодируем еще раз браво игрокам. Ну что, вторая тройка наша. Жимо, вот сейчас можно вставать. Да, кто там еще у нас? Андрюха. Да, вот вы уже таких ошибок не допускаете, да? Вы пока не надо. Вот, аккуратненько, красивенько. Ну что, второй комплект. У нас их, напомню, кстати, будет 3. Мы скоро будем делать презентацию еще одной, третьего комплекта. Но это второй комплект. Тоже новый, тоже интересный. Тоже также удивляемся и громко говорим. Мужики, 1, 2, 3. Поехали. Но здесь можно вместе аплодировать. Ну, классная форма. Ну что, давайте так, по реакции. Если классные, громкие овации. Ну что, поэтому либо в той форме, которую то, что вы наблюдали, либо в этой ждем уже нашу команду в игре за Суперкубок СМЛ. Андрюх, тоже твое мнение. Вернулся. Что ощущаешь? Новая форма, ты новый. 100 игр, я уверен, ты точно перевалишь, за которую ты хотел сделать. Давай свои эмоции тоже делись. Ну, хочется сказать, что всем спасибо, что приняли обратно домой, потому что Гродно для меня это как второй дом. Спасибо. По форме вопросов нету. Черный, вообще классический, с вставками национальными, это просто топ. Для меня это прям топовая форма. Ну что, еще раз овации. Вот такая форма, такой комплект, я уверен, он нам принесет ближайшие все победы. Еще раз овации команде, браво! Ну что, ну и у нас несколько вопросов. Как мы сейчас успели наблюдать, у нас остался титульный спонсор Фонбет на майках, да? Даже вопрос давайте Петру зададим. Что у нас с титульным спонсором? Что у нас со входом на домашние матчи будут? Давайте Петру поаплодируем. Тоже получим ответы. Добрый вечер всем. В общем, я открою небольшой секрет. Буквально в пятницу мы договорились с нашим титульным партнером, компанией Фонбет, о том, что мы продолжим наше сотрудничество как минимум 3 следующих года. Поэтому я думаю, что мы продолжим радовать всех на стадионе различными какими-то там мероприятиями, но и особенно футболом и, конечно же, красивой формой. Вы видели, как красиво смотрится эта надпись на нашей форме. По поводу входа, пока этот вопрос обсуждается с компанией Фонбет, вам вообще понравился бесплатный вход? Ну, я не знаю, как мне их уговорить. Может быть, если у вас получится, давайте, знаете, как сделаем? Я сейчас скажу спасибо, а вы скажете Фонбет. И так сделаем несколько раз. Если, может быть, они проникнутся этим моментом, может быть, они продолжат и сделают для вас вход бесплатным на следующий сезон. Давайте еще раз. Спасибо! 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 Ну что, мы все услышали. Ну и давайте, наверное, будем немного итожить. Игорь Николаевич, какая-то такая ваша финальная ремарка, что вообще готовы сказать всем болельщикам, сказать, возможно, еще есть кому-то люди, которые поддерживают команду. Вот такой финальный аккорд от главного тренера. Огромное спасибо болельщикам за ту поддержку, которую вы оказываете команде. Я прошу прощения, что не всегда, может быть, в силу каких-то эмоций после матча не могу сказать слова благодарности, иногда просто забываю выскакивать, но вы знаете, что всегда вас благодарит команда, что вы остаетесь с нами до конца, и вот сейчас оставались в трудные минуты. За последние годы, благодаря, ну, скажем так, руководству города, я пришел сюда в 2016 году, и 10 лет остаюсь у руля команды. Наверное, это достаточно долго, и, возможно, это один из каких-то вариантов, что это будет мой заключительный год, время покажет, опять же, все зависит от результата. Я хотел бы сказать, что на протяжении всех этих лет команда очень сильно поддерживала руководство города, начиная с Мячислава Борисовича Гоя, тогда губернатор был Владимир Васильевич Кольцов, потом Владимир Степанович Караник, сейчас Юрий Хаджимуратович Караев.
мэр сейчас, Андрей Валерьевич Хмель, все они спортивные люди. А Андрей Валерьевич, он к тому же футбольный человек, он заканчивал и проходил школу в Лиде, поэтому здесь, наверное, в городе неважно, какой будет тренер, важно какое-то руководство, которое оберегает свой город, свою команду, потому что мы в последние годы являемся серьезными конкурентами на футбольном рынке, поэтому им огромное спасибо. Я думаю, что все хорошо будет и в хоккейном клубе, все с пониманием относятся. Город Гродно, как и город Брест, это своеобразная такая, в общем-то, отдельная история боления, отдельная история, в общем-то, каких-то таких футбольных вещей. Поэтому мы всегда будем выкладываться на поле до конца. Как будет складываться игра, это всего лишь матч, против нас будут противостоять серьезные соперники. Поэтому мы вам еще раз благодарны и благодарны руководству города за ту поддержку, которую оно оказывает команде. Спасибо. Ну что, спасибо за прекрасные слова. Мы очень надеемся, что такие мероприятия будут такие ежегодные. Вам понравился такой формат? Мне кажется, действительно, это очень классная традиция. Давайте финалем такой уже финальный кричал, который все знают. Наверное, я уверен, будет знать вся Европа и весь мир. И будем уже устроим небольшую фотосессию с игроками. Поэтому давайте такой вместе. Только Неман! Только Неман! Только Неман! Ну что, вперед! В новый сезон уверен, что вместе с вами наш любимый футбольный клуб добьется самых высоких достижений. Ну что, есть сейчас небольшое время, где можно подойти, взять автографы, пофотографироваться. Только аккуратненько, аккуратненько. Я уверен, футболисты уделяют вам внимание, поэтому смело подходите, берите автографы. Всем еще раз большое спасибо, всем причастным. Огромное спасибо торгово-развлекательному комплексу Тринити за теплый прием. Пускай такое мероприятие будет ежегодным. Всем спасибо. Ждем вас всех на стадионе. Да, пока игроки здесь, подходите. Ну да, и уважаемые болельщики, кстати, сегодня торговый комплекс «Тринити» нас продолжает радоваться. Кстати, в Хинкали, да, если вы скажете промокод «НЕМАН», для вас, всех болельщиков, будет выгодное предложение для всех болельщиков. Поэтому, если вы гуляете, не спешите домой, можете забежать здесь, в Хинкали. Если мне память не изменяет, на 2-м этаже. Вот, промокод «НЕМАН», и для всех болельщиков будет ждать приятное предложение от Хинкали. Да, игроки здесь. Пока они не убегают, аккуратненько можно сфоткаться, взять автограф, пообщаться, пока ваши кумиры здесь. Ваня, отдай мне планшетку, чтобы